Молодые врачи одного из населенных пунктов Алданского района не получили гарантированный 1 миллион рублей. Речь идет о договоре по федеральной госпрограмме «Земский доктор». В ситуации разбирался Влад Давыдов. Детский врач Наталья Дмитриева приехала в поселок Ленинский Алданского района в октябре прошлого года из города Иркутска. Она прибыла по распределению известной федеральной программы «Земский доктор», которая предполагает 1 миллион рублей подъемных молодому специалисту, пожелавшему начать карьеру на селе. Однако, прибыв на место назначения и приступив к работе, молодая педиатр обещанных денег так и не получила. Мне прислали письмо с Министерства здравоохранения Якутии, что в связи с тем, что поселок Ленинский является поселком городского типа, то вам отказано в предоставлении денежных средств. С подобной проблемой столкнулась и терапевт Анна Манько, которая также подписала договор с Минздравом республики и по распределению попала в этот же поселок. Программа у нас идет широко, шагает по нашей республике. У меня много однокурсников уехали в северные районы, им предоставили все как положено. А вот у нас не случилось, потому что Ленинский оказался поселком городского типа и не подпадает под этот проект. Как известно, программа «Земский доктор» изначально была рассчитана на сельские населенные пункты. С этого года эта программа по федеральному указу стала распространяться конкретно на рабочие поселки. Дело в том, что все поселки, которые создавались на территории Якутии, были в основном рабочими. Однако с развитием инфраструктуры они поменяли статус и стали поселками городского типа, что сегодня не позволяет включить их в эту программу. Над этим конфликтом интересов, в частности, работают народные депутаты республики. Здесь есть ряд юридических тонкостей, и мы их отрабатываем. Мы стараемся отработать вместе с соответствующим Министерством здравоохранения. И пошли на принципиальное решение. Здесь, возможно, два варианта решения. Либо будем менять статус поселков, которые действительно сегодня являются рабочими поселками, а далеко не городскими. Да? И в то же время параллельно есть обращение правительства, поддержанное президентом, обратиться в Российскую Федерацию, и мы уже туда обратились. Соответствующее решение поддержали и парламентарии республики, так же, как и парламентарии Дальнего Востока, все-таки о распространении программы «Земский доктор» и на города, а соответственно и на поселки городского типа. Отметим, что здравоохранение Алданского района укомплектовано специалистами всего на 2/3, и программа «Земский доктор» могла бы активно начать решать этот кадровый дефицит. По словам депутата Ольги Макиенко, это бюрократическое недоразумение, в частности, благодаря инициативе Якутии, будет исправлено уже в этом году. Влад Давыдов, Руслан Павлов и Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан, Якутск.